Китайский полицейский, переведенный в Восточный Туркестан из города Тяньцзинь, раскрыл жуткие факты о беззакониях коммунистической партии. Говоря об арестах и репрессиях, проведенных китайскими полицейскими в одной из деревень уйгурского региона в июне 2017 года, бывший сотрудник правоохранительных органов сообщил, что около 2000 солдат Народно-освободительной армии Китая окружили деревню в полночь и задержали всех жителей. Члены семей были разделены и направлены в разные лагеря. 5 крестьян, которые попытались сбежать, расстреляли. Людей перевозили в автобусах по 28 часов, в результате чего многие из них умерли из-за нехватки воздуха. На их головы надели мешки, заковали в наручники и привязали подвое. Треть задержанных составляли старики в возрасте от 60 до 90 лет. Среди них были инвалиды, незрячие и страдающие тяжелыми заболеваниями. Китайский полицейский отметил, что причиной жестких мер послужили ношение бороды и соблюдение исламских норм. Всех задержанных осудили на срок от 5 до 10 лет без права на адвоката и обжалование приговора. После приговора задержанных перевели в тюрьмы, о местонахождении которых никому не известно. Стало известно, что в рамках борьбы с избыточным люксом 940 государственных чиновников и административный персонал Восточного Туркестана были обвинены в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно информации газеты «Танрытак», 6 из задержанных являлись сотрудниками городского, 11 районного и 279 областного управления. Остальные были рядовыми сотрудниками государственных органов. Точной информации, сколько уйгуров и других тюрков находится среди задержанных, не имеется. Пекин начал зачистку уйгурских чиновников под предлогом устранения двуличия, соответствия 8 региональным уставам и уничтожения оппозиционных сил. Министр иностранных дел США раскритиковал китайскую администрацию за несвоевременное информирование о вспышке эпидемии COVID-19 и заявил, что придет время, когда виновные понесут наказание. Майк Помпео ответил на вопросы репортера немецкой газеты Bild. Отметив, что виновные обязательно будут наказаны, Помпео сделал следующее заявление. «Мы должны сосредоточиться на текущей задаче для систематического перезапуска американской, а затем и мировой экономики». Африканские страны осудили Китай из-за жестокого обращения и дискриминации африканцев, находящихся в Китае, которых правительство Поднебесное объявило виновными в повторном распространении эпидемии. Сообщение о том, что африканцы, находящиеся в Гуанчжоу и других городах, столкнулись с жестоким отношением и выдворением из домов, отелей, больниц, ресторанов и торговых центров, вызвало негодование африканских стран. Посольства африканских стран направили министру иностранных дел Китая ноту протеста и призвали прекратить провокации, главной целью которой является выставление Африки виновной в распространении эпидемии. Руководитель комиссии Африканской лиги Муса Факи Мухаммад заявил, что для разъяснения ситуации вызвал представителя Китая Лью Юкси. Количество инфицированных новым типом коронавируса по всему миру достигло 2 миллионов. Ученые из Гонконга провели исследование тканей легких пациентов, инфицированных COVID-19, и пришли к выводу, что новый тип коронавируса приводит к появлению патогенов в 3 раза больше, чем SARS. Главный специалист и ведущий микробиолог Юэнь Квок Юнг заявил, что как минимум до июля взять эпидемию под контроль не видится возможным. South China Morning Post сообщила, что в исследовании, которое было проведено в Гонконгском университете, приняло участие 6 добровольцев.